Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Киллера из Узбекистана Юрия Жуковского осудили на 18 лет тюрьмы в Швеции. Суд доказал, что Жуковский стрелял в исламского проповедника Назарова по заданию из Ташкента. 10 улик есть, которые связывают с официальным Узбекистаном. Эту версию доказано. Изнанка конкурсов красоты в Кыргызстане. Поборы, грязные предложения участницам, эскорт-услуги для толстосумов. Естественно, это мужчины, у которых есть здоровый интерес. Они хотят не только посмотреть на красивых девушек, они хотят проводить с ними время. Российские гуманитарные бомбардировки в Сирии. Разрушенные города, сотни убитых, 260 тысяч беженцев только за последний месяц. В Америке опубликован доклад ООН. Безголовый мертвец на скамье подсудимых. Почему в России судят мертвых как живых? Да, убила. Я говорю, я не скрываю, что я убила. В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на узбекского проповедника. Суд шведского города Эстерсунд признал 37-летнего Юрия Жуковского, гражданина Узбекистана, виновным в совершении заказного нападения на имама Обидхона Кори Назарова. Имам получил по меньшей мере 3 огнестрельных ранения, в результате которых был поврежден его головной мозг. Имам впал в кому и находится в этом состоянии до сих пор. Обидхон Кори Назаров был одним из самых известных имамов в Центральной Азии в начале 90-х годов. Он открыто критиковал узбекского президента Ислама Каримова и был вынужден эмигрировать в Швецию в 1998 году. Но даже там он продолжал критику узбекского режима. Шведский прокурор Кристер Петерсон в своем обвинительном слове заявил, что за покушением стоят власти Узбекистана. Суд признал, что Юрий Жуковский действительно действовал по заказу из Ташкента. Со слов журналиста Кудрата Бабаджана, который следил за процессом, обвинения в адрес узбекских властей звучали на протяжении всего судебного разбирательства. Да, суд признал, что это заказное убийство, приведено очень много фактов, телефонных звонков и другие доказательства приведены. Один из важных моментов, адвокат Рейнер сказал, что 10 улик есть, которые связывают с официальным Узбекистаном. Эту версию доказано. Добавим, что Юрия Жуковского выдали Швеции власти России. Политологи высказали мнение, что таким образом режим Путина послал сигнал режиму Ислама Каримова быть позговорчивее и чаще поддерживать российские политические инициативы. В Душанбе после испытания новой печи наркополицейские приступили к уничтожению больших объемов разнообразных наркотических веществ. Сегодня были сожжены почти 400 килограммов наркотиков, среди которых героин, каннабис и опий-сырец. Вещества проходили по 10 уголовным делам, которые завершились обвинительными приговорами. Часть из них, около 150 килограммов, были изъяты в ходе одной из спецопераций, а почти половина из тайников, владельцев которых определить не удалось. Стоимость уничтоженных сегодня наркотиков по ценам черного рынка превышает $10 миллионов. При более высокой температуре наркотики сжигаются полностью. Но даже после этого зола, которая остается после сжигания, она подвергается тщательной экспертизе. Если выяснится, что в ней еще осталось немного наркотиков, она подвергается повторному сжиганию наркотиков. С космодрома Байконур в Казахстане стартовал космический корабль «Союз» с экипажем из 3 человек. Один из них – астронавт Тим Пик. Он стал первым британцем, который отправился в космос под эгидой Европейского космического агентства и посетит Международную космическую станцию. Участие британского астронавта в этом полете вызвало небывалый интерес у английских СМИ. Все ведущие телеканалы страны транслировали старт корабля в прямом эфире с подробными комментариями. Как сообщает BBC, Тим Пик собирается провести комплекс экспериментов и образовательных мероприятий, которые призваны заинтересовать молодежь изучением естественных наук. Помимо Пика в экипаж, который вылетел на МКС, входят американец Тим Копра и россиянин Юрий Маланченко. На МКС экипаж будет работать с новым транспортным грузовым кораблем «Прогресс-МС». Планируется также принять новые американские грузовые корабли «Дрэгон» и «Сигнес» и выполнить работы по дооснащению российского и американского сегментов МКС. Сближение Союза с Международной космической станцией пройдет по 6-часовой схеме, считающейся короткой.
Пока мировые державы демонстрируют достижения высоких космических технологий, на другом конце Великой Казахской степи современные технологии оказываются ненужными. Больше года в Алматинской области в крохотном селе Сарыбулак простаивает уникальная солнечная электростанция. Ее там установили корейские инженеры в качестве подарка в 2012 году. Спустя 3 года станция вышла из строя и стала бесхозной. Обеспокоенные сельчане просят увезти объект в другое место, пока он совсем не разрушился. С подробностями Дмитрий Беляков. В маленьком селе Сарыбулак в Алматинской области всего 14 домов. Большинство работоспособных жителей уехало на заработки в областной центр. Те, кто остался, выживают благодаря собственному скоту. Удивительный факт: в этом поселке буквально простаивает уникальная солнечная электростанция. 20 лет здесь не было электричества, и в 2012 году южнокорейские бизнесмены сделали сарыбулакцам поистине царский подарок. Они выделили $600 тысяч на строительство гелиостанции и обучили 2 местных жителей азам техобслуживания. Но так как им никто не платил заработную плату, вскоре станция осталась бесхозной. Это надо каждый месяц сколько-то денег, это же большие деньги, в принципе. А содержать как мы? Это же государство должно же, в принципе, обслуживать, там, смотреть, или какой-то баланс. Кто-то же должен за это отвечать. Когда строили, о чем думали, кто думал, что думали. Вот это непонятно. Для чего ее поставили? Если не хотят обслуживать, а для чего ее поставили сюда? Без надлежащего присмотра солнечная электростанция ломается каждые 2-3 месяца. Дважды приезжали чинить ее специалисты из Южной Кореи. Но в прошлом году они сказали, что им необходимо оплатить дорогу, а это почти $6 тысяч. Таких средств у сельчан нет. Сын Малисат Кунчиевой, Руслан, был первым оператором станции. 1,5 года отработал на ней бесплатно. Потом ему пришлось переехать в райцентр, чтобы прокормить свою семью. Сгорели предохранители. Мы со всего поселка собрали. Отдала я сыном. Потом люди нам возвращали деньги. Сделали предохранитель, поставили, сгорел предохранитель. Потом приехали корейцы. Они опять ее сделали, уехали. Вот теперь месяца 3 прогорел свет, опять сгорел. Как вышло оттуда охлаждающий вентилятор. Купили 2 вентилятора, привезли, они не подходят. А корейцам позвонил сыну, он сказал, их надо переделывать. Вместе с установкой солнечной электростанции жителям Сарыбулака пробурили скважину на глубину 130 метров. Однако без постоянного источника энергии насосы не работают, и поселок остался без чистой питьевой воды. Сельчанам приходится пользоваться старым колодцем, вода в котором не соответствует даже самым минимальным санитарным нормам. Когда дома поставим и отцеживаем, и детям даем кипяченую в виде, кипяченую воду остудим. А так вот так ее пить, просто вот взять и пить ее невозможно, потому что вся грязь в этом колодце. В администрации Кербулакского района поясняют, что поставить на баланс бесхозную станцию они не могут по вине подрядчика. Фирма, которая строила гелиостанцию, должна была подготовить и сдать документы, но процесс затянулся. Нужны правоустанавливающие документы все, включая госакт, там, техпаспорт, все эти документы. Они были все у подрядчика, который строил эту станцию. Теперь они передали в финуправление, например, наше, а оттуда уже мы будем комиссионно принимать на баланс района. Эти слова жители поселка Сарыбулак слышат уже 3 года, а уникальная солнечная станция продолжает ветшать и приходить в негодность. При этом, по мнению экспертов, если бы гелиостанция функционировала как положено, она могла бы стать достойным экспонатом на предстоящей в Казахстане экологической выставке «Экспо-2017». Дмитрий Беляков, Алия Ахмедиева. Настоящее время. Жительница Кыргызстана вошла в список 15 самых красивых девушек мира на конкурсе «Мисс Мира 2015». Новость моментально стала топовой в кыргызских СМИ. Между тем, обратная сторона конкурсов красоты остается крайне закрытой областью. Вместо головокружительной карьеры модели, о которой мечтают все участницы, эскорт-услуги и сомнительные предложения от порной индустрии. Чем на самом деле занимаются титулованные красавицы и кто зарабатывает на конкурсах красоты, узнавала Джибек Бегалиева. Мало кто из покупателей догадывается, что в этом бутике их обслуживает сама мисс Бишкека. Алене 20, она все еще учится, а здесь подрабатывает. Контракт по сотрудничеству с организаторами конкурса красоты Алена подписать отказалась. Не так она представляла себе работу модели. По пунктам показа в ночных клубах. То есть, это не должно быть. Девочки, которые участвуют, им 18 многим нету. То есть запрещено по законодательству выступать в клубах. То есть там сидят пьяные мужчины, например, там еще кто-то, то есть неприятно.
С организаторами конкурса Алена рассталась не совсем красиво. Были угрозы в переписках, были там маты, оскорбления. Ровно через год ее история повторилась уже с другой девушкой. Всю переписку с тем же самым устроителем бьюти-конкурсов Рыскуль Намазбековой она отправила в редакцию одного из сайтов. Человек не очень с психикой дружит. И мало ли что можно от нее ожидать. Может быть, пройдет какое-то время, да, не сейчас, так потом. Она сейчас якобы извиняется, но потом она мне где-нибудь, я до дома буду идти или еще куда-то, просто тупо разобьет или еще что-нибудь хуже. Девочка рассказала, что участниц конкурса заставили выкупить по 30-35 билетов. Недешевых, кстати. Еще $300 претендентки на корону должны были выплатить в случае отказа от участия в мероприятии. Я была за кулисами многих конкурсов красоты и как журналист, и многие эти вещи видела, и я просто не могла их показать. Мало кто в Кыргызстане не знает Аджамал Усмонову. Успешная модель и телеведущая никогда не спешила принимать участие в местных конкурсах красоты. Не только потому, что сомневалась в их прозрачности. Те люди, которые обладают большими финансами. А этим людям зачем спонсировать конкурсы красоты? Ну, я думаю, что ответ на этот вопрос очевиден. Естественно, это мужчины, у которых есть здоровый интерес, они хотят не только посмотреть на красивых девушек, они хотят проводить с ними время. По рассказам моделей, общаться со спонсорами приходилось и некоторым девочкам, участвовавшим в конкурсах Рыскуль Намазбековой. Узнать мнение самой женщины нам не удалось. От интервью шоу-вумен отказывается. В Пекине был на Исукуле. Мне одна девушка рассказывала то, что она вот тоже ездила, и как бы Рыскуля куда-то на ночь забирала, и они на утро вернулись потрепанные все. Депутаты ей давали деньги, то, чтобы она девчонок водила. Впрочем, менее популярными от этого конкурса красоты не становятся. В год в республике выбирают 3 мисс Кыргызстан. Из-за скандалов с лицензиями и плохого финансирования обладательницы высоких титулов на международные конкурсы зачастую не попадают. Самые смелые иногда просят денег у самого президента, как это уже было в прошлом году. Дюбек Бегалиева, Азат Интымаков. В настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Российские гуманитарные бомбардировки в Сирии. Разрушенные города, сотни убитых, 260 тысяч беженцев только за последний месяц. В Америке опубликован доклад ООН. Безголовый мертвец на скамье подсудимых. Почему в России судят мертвых как живых? Да, убила. Я говорю, я не скрываю, что я убила. Ведущие американские газеты опубликовали данные о том, что действия России усугубляют сирийский кризис. Американские журналисты ссылаются на специальный отчет ООН и статистику гуманитарных организаций, которые свидетельствуют, что из-за российских бомбежек ситуация в некоторых районах Сирии близка к катастрофической. К тому же российская воздушная компания привела к резкому сокращению поставок гуманитарной помощи в Сирию. Россия резко увеличила интенсивность воздушных ударов по территориям, прилегающим к границе Сирии с Турцией. Объектами атак стали пограничные переходы на границе между двумя странами и шоссе, по которым поступали гуманитарные грузы. Это заставило многие организации прервать поставки, что затронуло миллионы сирийцев, живущих в этом районе, говорится в докладе ООН. Согласно его данным, с начала воздушной кампании России по меньшей мере 20 медицинских учреждений стали объектами российских воздушных ударов. Вашингтон-Пост цитирует представителей нескольких гуманитарных организаций, сообщающих, что российская авиация наносит удары по гражданской инфраструктуре сирийских городов, включая водоочистные сооружения, элеваторы, хлебозаводы и особенно центры распределения гуманитарной помощи. Сотрудники ООН сообщили американским газетам, что только в последнее время из-за российских воздушных атак около 260 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Это уже спровоцировало новую волну беженцев в страны Западной Европы. Между тем, сирийские повстанцы из сирийской свободной армии, которых активно поддерживают Соединенные Штаты, категорически опровергли заявление президента России Владимира Путина и российского генштаба о том, что Российская Федерация оказывает военную и финансовую помощь. Повстанцы настаивают, что на самом деле основные удары российских ВВС и флота приходятся на их позиции. Подробности в репортаже Рейтер. Это видео было опубликовано в интернете. Авторы ролика утверждают, кадры были сняты в понедельник в сирийском Алеппо. Те, кто выложил видео в интернет, заявляют, разрушение – результат действий российской авиации. Все мусульмане должны видеть, как Башар Асад уничтожает нас, говорит житель Алеппо. Где арабы? Пускай увидят, как здесь люди живут.
Рядом со мной упала бочковая бомба. Теперь пальцы не работают. Эти подонки, которые поддерживают Башара Асада, русские и другие, пускай приедут, посмотрят, что здесь творится. Бочковые бомбы и ракеты. Пускай Господь уничтожит их. Владимир Путин в пятницу заявил, что Россия помогает бойцам сирийской свободной армии, хотя Запад с самого начала утверждает, Москва поддерживает Асада и наоборот бомбит противостоящих ему повстанцев. В понедельник слова Путина повторил и начальник Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов. По словам генерала, российская авиация совершает около 40 вылетов ежедневно, поддерживая оппозицию ударами с воздуха. Кроме того, заявил Герасимов, Москва снабжает их оружием и боеприпасами. Правда, затем помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что оружие повстанцам России не поставляет. Не согласен с утверждениями Герасимова и представитель Альянса демократических сил Сирии Талал Салу. Агентству Рейтер он подтвердил, что российская авиация действительно недавно нанесла удары по исламистам, но с повстанцами свои действия не координировала. По словам представителя вооруженной оппозиции, российские самолеты в понедельник разбомбили его штаб в Джабаль-Акраде, а накануне был уничтожен командный пункт к северу от Алеппо. Вот и вся помощь от русских, заявил командир повстанцев. Невероятная судебная история в России. В Краснодарском крае приговорили к 8 годам тюрьмы мертвого мужчину. К началу суда он был уже без головы. Вадим Кондаков провел собственное расследование. Слышу собака. Гау-гау-гау-гау-гау. Вот так вот. Ну, они завязаны все. Я в окно выглядываю. Сейчас это. Вот здесь стоит машина. Вот прямо. Так началась история загадочного убийства 32-летнего жителя города Апшеронска, охотника-любителя, ветерана Чеченской войны Максима Летасова, который, как рассказывают эти пожилые люди, одним ужасным днем зачем-то пришел к ним в дом с топором и напал на хозяйку. Шрамы у нее на обеих руках. Людмила Таровкова говорит, что незваный гость наносил удары ногами и топором. 6 швов, а здесь по одному было. А тут вообще все черно было. Таровковы настаивают, Максим Летасов пришел их убивать, о чем якобы сразу и заявил. Пенсионеры говорят, что защищались как могли, и для пущей убедительности Игорь Таровков даже показывает, как было дело. Вот он вот здесь вот так вот был, и у меня получается, у него рука все время вверху была, и у него получается... топором? Да. То есть он в этой руке? Да, в правой. И просто он повыше. У меня получалось, потому что я его головой, а эту вот я вот так вот схватил. Хватка татуированных рук пенсионера действительно крепка. Занятия борьбой, говорит он, помогли ему завалить Летасова на пол, где после длительного сражения жена Людмила нанесла решающий удар. И она этот топор берет и по башке его. Я говорю, все, ну, вроде держу, я не знаю. Но он дышал, не насмерть, живой был. Не исключено, что так все и было. Но вот только посмертные снимки Максима Летасова как-то совсем не вяжутся с версией самозащиты пенсионеров. Это ранение топором рубленное, вот лоб разрубленный. Вот, пожалуйста, сколько. Это 22 удара топором, это просто разрубленная голова. Николай Летасов показывает фото сына в гробу. Буквально изрубленный и изрезанный, тот больше похож на жертву, чем на агрессора. А странные круглые следы на лице и руках убитого заставили родителей усомниться в правдивости истории Таровковых. Пробита в дроби, и от нее идет красная полоса вот так вот. И мне говорят, это комариный укус. Это что такое? Про укусы комаров семье убитого сказал судмедэксперт, проводивший освидетельствование трупа. И тогда Летасовы начали свое расследование. Они вспомнили, что незадолго до гибели, придя с ночной охоты, Максим отправился за долгом по зарплате к бывшему работодателю, который якобы в тот момент проводил время с сыном Таровковых, сотрудником госавтоинспекции. Они эту ночь праздновали день рождения хорошо. Из этого пневматики стреляли, там шумели, там пикарды, там все это. Мне, видно, его по звонку к себе пригласили. А он, видно, уже потребовал. Так у Летасовых возникла своя версия, по которой их сын, требуя долг, грозился раскрыть махинации грузоперевозчика и автоинспектора при доставке стройматериалов в предолимпийский Сочи. И за это его убили, а потом перевезли тело в дом родителей полицейского и инсценировали историю с нападением. Ты повез бы к своим родителям труп, если бы даже вот так вот, пусть там у тебя что-то случилось. Ну это же вообще, это же надо думать это. Ну как, я вот это вот мне не понимаю я. Это себя по себе надо судить, значит. Несколько суток тело лежало на городском кладбище в открытой могиле. А потом, опасаясь, что труп заберет полиция, они его спрятали.
В гараже еще 2-3 суток было у нашего товарища. А как теплая погода, как удавалось сохранять его? Мы его зарядили в бутылки полторашки 2-литровые в морозилках намораживали, его обкладывали, тело обкладывали льдом, расставили мы его, опять меняли, опять замораживали, опять откладывали. Все эти страшные экзекуции с мертвым телом, будто в жутком фильме, они проделывали для того, чтобы провести повторную экспертизу, независимую и подальше от местных правоохранителей. Патологоанатом что делал независимую экспертизу, он сказал, экспертиза моя от этой нашей ничем отличаться не будет. Он говорит, ваша ко мне придет, и моя будет примерно то же самое. Так и случилось. Вот только после краевой экспертизы тело Максима Летасова родителям вернули без головы. Ее зачем-то отсекли. Местный журналист Галина Симкина, которая следила за этим делом, попыталась выяснить, зачем это было сделано, но ни следователь, ни эксперт ответа не дали. Зато вернули голову, вернее, то, что от нее осталось. Передо мной на полотенце, просто на какую-то белую, высыпают осколки костей, примерно вот такого размера, то есть маленькие кусочки костей. Эти странные останки родители забирать отказались, и тело без головы хоронили в закрытом гробу. Никто из родных так и не отважился заглянуть внутрь. А спустя 2 года после смерти Максима Летасова на него самого было возбуждено уголовное дело за проникновение в чужой дом и нападение с целью убийства. Последний следователь, он мне говорит, вы сами заработали на то, чтобы Максима осудить. Я говорю, как я заработала? Мне начальник сказал, когда вы угомоните эту мать, когда она прекратит жаловаться и обелять своего сына. Недавно Максим Летасов был осужден посмертно на 8,5 лет лишения свободы, которой его уже никто не лишит. А пенсионер Игорь Таровков показывает нам постановление суда, которое хотя бы формально превратило их из убийц в пострадавших. Но похоже, что даже эта серьезная бумага с печатями и подписями так и принесла успокоение в этот дом. Таровковы говорят, что теперь вздрагивают от каждого звука, а за продуктами ездят в соседний город, чтобы не столкнуться, например, с матерью Максима Летасова, как это уже бывало неоднократно. Так кричит на весь район, ты убийца, ты убийца. Да, убила, я говорю, я не скрываю, что я убила. Как только подворачивается возможность заработать, 70-летний Николай Летасов садится за баранку старого грузовика, возит песок и щебень с местных карьеров, чтобы заработать на адвокатов, на которых потратил уже около 1 миллиона, все свои сбережения. Но теперь в его планах Москва и Верховный суд, где Летасовы все-таки надеются добиться справедливости. УАЗика продам, гараж продам, но все равно буду до конца тянуться. Летасов говорит, что даже местные исследователи признавались им, что здесь, в Краснодарском крае, правды они не добьются, потому что все уже зашло слишком далеко, или слишком высоко, и этот порочный круг могут разорвать только в Москве. И кто знает, быть может, кто-то, как в хорошей голливудской судебной драме, расскажет, наконец, страшные подробности того, что же случилось в этом неприметном маленьком доме на окраине южного города Апшеронска теплой зимой 2013-го. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.